В Южной Осетии в ближайшее время начнется реализация новой инвестиционной программы. В республике будут построены социально значимые объекты. Глава Минстроя Константин Илзаров рассказал, что в приоритете строительство социального жилья. На улице Остинска в ближайшее время начнется строительство новых корпусов. Подготовительные работы уже начаты. Там 4 строения, но это 3 корпуса. 3-й корпус был поделен на 2 части. Сейчас 4-й корпус тоже будет поделен на 2 части, и в этом году, уже даже не то что в этом году, уже завезены материалы на стройплощадку, уже готовятся, проводят разбивочные работы, и как только получат аванс, вот через неделю, так полноценно приступят к работам. Сейчас ведутся подготовительные работы, планировочные, и это один из объектов. К концу года в Кударском ущелье завершится капитальный ремонт автодороги Ерсу-Синагур. Работы ведутся по графику. Она уже расширена, она уже в проезжем состоянии. Скорее всего, весь объем дороги в этом году будет покрыт асфальтом, хотя это не предусмотрено проектом. Мы в конце прошлого года внесли небольшие изменения. Это, я думаю, улучшит транспортное сообщение с этим населенным пунктом. И более того, там находится горнолыжный курорт Нашцон, который, может быть, за счет того, что к нему проведут, близко к нему будет проведен асфальт, может быть, увеличит туристический поток. Среди социально значимых объектов, работы на которых должны начаться в этом году, реконструкция магистрального водовода Едес-Цхинвал. Планируется восстановить водозаборные сооружения и аварийные участки. Работы выполнит Губводоканал. Реализация этого мероприятия позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение столицы. И в ближайшее время, я думаю, как только получат финансирование, они тоже полноценно приступят к этим работам. Объект этот долгосрочный, он очень большой, очень сложный. Более того, он высокогорный, и получая Эдисский водовод, мы не только с Эдиса сейчас должны брать воду, а увеличить его дебит за счет того, что мы еще выше возьмем притоки. И это все очень сложно, потому что туда нету транспортного соединения, нужно и дороги прорубать. Общий срок выполнения этих работ составит около 4 лет, от 4 до 5 лет. В ближайшее время начнется строительство нового корпуса второй школы. По плану Минстроя работы начнутся в мае, за летний период должны завершить основные работы. И после последнего звонка мы приступим к демонтажу первого корпуса второй школы. Нужно будет перенести всю мебель, все оборудование, которое у них есть, с первого корпуса во второй. С директором школы мы уже это обсуждали, и у них вроде все получается, чтобы наладить учебный год в одном корпусе, во втором. И в ближайшие 2 года ученикам придется тесниться в 2 смены во втором корпусе. Главное, вопрос безопасности. Там нужно будет поставить ограждение, чтобы дети со школы не могли ни в котлован попасть, ни на стройку попасть, чтобы, не дай бог, никаких несчастных случаев не было. Это главный вопрос. Глава Минстроя отметил, что образовательное учреждение будет построено за 2 года и будет отвечать всем современным стандартам. В этом месяце начнется и реконструкция столичных улиц. Всего к концу года капитально благоустроят 9 улиц. В этом месяце начнет работать водоканал. В следующем, наверное, будет энергоресурс девятьсот сети выполнять. И уже с июня месяца приступят дорожники к устройству дорог. 9 улиц — это у нас Ленигорская улица в этом году. По 8 июня 2 переулка, это 5-й, 6-й переулок. Гетцельшанхая, Курнийская улица и Саккаева улица. Стемос Юкаева, 26 комиссаров Текстилер Дегема, Джаттива с переулком. Реконструкция мостового перехода по улице 13 коммунаров завершится в срок. Илзаров рассказал, что все проблемы устранены, работы ведутся строго по графику. В ближайшее время специалисты приступят к облицовочным работам. Сделано по плану выполнения работ. Были моменты спорные. У нас 3-я опора не показала норму в свое время по проектному бетону, в связи с чем она была демонтирована, сделана вновь. За этим мостом идет пристальное внимание со стороны и Министерства строительства, и подведомственной организации УКС, которая ежедневно находится там, контролирует весь процесс работ.
отслеживает и качество применяемых материалов, и сроки исполнения работ. Официально сдача будет к концу этого года, но я думаю, что неофициально мы могли бы дорожный проезд открыть уже летом этого года, потому что отделочные работы мы начинаем сверху, чтобы мост уже можно было эксплуатировать, и после чего мы перейдем на нижнюю часть, которая уже не будет создавать помех для транспорта. Объект будет сдан в эксплуатацию к концу текущего года. Зарина Кочева, Джонни Тех, Варнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня.